Благотворительный фонд «Харысхал» провел обучение тренеров уроков доброты. 8 человек с города Якутска, которым близка тема интеграции людей с инвалидностью и инклюзии в обществе, приняли участие в мероприятии в очном формате. Уроки доброты, они направлены на пропаганду толерантного отношения к людям с инвалидностью именно для школьников. Обучение тренеров проводилось с целью для того, чтобы, конечно же, обучить еще больше людей и пополнить наши ряды, и, соответственно, охватить уже еще больше людей, которые узнают, кто такие люди с инвалидностью. Обучение прошло довольно-таки хорошо, выше моих ожиданий. И я считаю, что людям понравилось, они также узнали довольно многого и интересного. Можем сказать, что они узнали еще несколько ребят, которые заинтересованы в этой теме. Уроки доброты – всероссийский проект региональной общественной организации «Перспектива. Город Москва». В рамках классного часа школьникам со 2 по 11 классы проводят интерактивные занятия по правильному пониманию инвалидности. Основная цель уроков доброты – популяризация инклюзии в обществе. В первый день слушатели познакомились с деятельностью фонда «Харысхал». Им провели семинар по пониманию инвалидности, где разобрали терминологию, существующие стереотипы, подходы к пониманию инвалидности. Также организаторы провели игры на сплочение и показ кино об особенных людях. Во второй день в качестве спикера выступил Андрей Адамов, режиссер-педагог инклюзивного театра «Маленький принц», который рассказал о тонкостях публичного выступления. Опытные тренера уроков доброты Сахая Данилова и Петр Захаров провели показательные уроки «Люди с нарушением зрения» и адаптивные настольные игры и ответили на вопросы слушателей. В заключительный день будущие тренера презентовали свои уроки. Выступления получились совершенно разными, потому что каждый нашел свой подход к проведению урока. Об уроках доброты я узнала, давно уже слежу, получается, да. И узнала я в социальных сетях, на странице Инстаграм, добрая страница фонда «Харысхал». Желание было прийти сюда уже очень давно. Мечтала попасть, можно сказать. И вот нынче уже мечта сбылась, можно. Прямо с первого дня, с первых уроков сначала было очень много полезной и нужной информации. Узнала не то чтобы новое, да, а вот именно как преподнести, как донести до детей совсем простым способом, оказывается. Сколько лет уже сама работаю в детском саду, вот как-то так, открытие, что ли, для меня вот было. И я заметила, что в моей школе есть тоже такой человек с ОВЗ. Я сначала интересовалась этой темой, я узнала, что в моей школе есть тьютер, я с ним познакомилась, и мы так потихоньку начали вместе работать. И я так узнала о уроках доброты. Я хотела начать это преподавать в своей школе, то есть, иногда рассказывать начальным классом, среднему звену, но я не знала, как это делать, как правильнее говорить, как обозначать людей, грубо говоря. Старое поколение, но неправильно может преподнести информацию. И, например, тот же глухой, это чаще всего как ругательство, и ребенок будет так все воспринимать, он глухой, он значит плохой. А так, с этим уроком доброты мы будем объяснять детям, то, что это нормально, да, есть такие люди, и это вполне нормально. Когда вот только-только вступила в этот фонд, узнала через театральный кружок «Маленький принц», я прям очень заинтересовалась этим фондом, когда увидела ролики там про уроки доброты, прям так вот аж заинтересовалась, прям думала, нужно как-то поговорить, но вообще никак не получалось, вот прям посчастливилась. Много нового узнала насчет того, что как правильно выражать, которые люди, дети, подростки с инвалидностью, то, что глухой, немой, это можно ругательство назвать, то, что это вообще неприемлемо называть так их. Оказывается, вон оно как. И вот узнала много полезной информации, которые и для себя, и для других тоже буду делиться. Каждый участник получил сертификат о прохождении обучения тренеров уроков доброты и становится тренером фонда «Харысхал». Сейчас новая команда в ожидании своих первых уроков.
Если вы хотите, чтобы в вашем классе провели урок доброты, отправляйте заявку по номеру 8 999 0 600 816.